Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем, чем привлек внимание полицейских 18-летний молодой человек на улице Шамиля Каратая. Вы можете что-нибудь вообще сказать? Нет, отказываюсь говорить вам. Что стражи порядка обнаружили в его портфеле. Покажем, как погодные условия спровоцировали утреннюю аварию на перекрестке улицы Адаратского и проспекта Ямашева. Я ехал оттуда, но солнце как раз с утра светит вот прям в глаза. Один из автомобилей снес дорожный знак и пошел на преступление из-за чувства голода. Говорил ему не вам, руками начал за шею. Когда она начала кричать, я вытащил ножик. Подробности разбойного нападения на 80-летнюю пенсионерку в Елабуге. Это и не только в ближайшие 10 минут. 18-летнего молодого человека задержали полицейские на улице Шамиля Каратая по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Внимание стражей порядка он бы и не привлек, если бы не пустился в бега при виде патрульного автомобиля. Догнали его быстро и при себе обнаружили десятки свертков с порошкообразным веществом. На всеми Нязову он рассказал, что хотел сделать закладки и уже успел спрятать 1,5 десятка пакетиков. Вы можете что-нибудь вообще сказать? Нет, отказываюсь говорить вам. Комментировать на камеру ничего молодой человек не стал. Его задержали на улице Шамиля Каратая. Он шел вдоль леса, но, увидев патрульный автомобиль, вдруг бросился на утек. Полицейские решили, что от них и оказались правы. Парня догнали, задержали и досмотрели. В его портфеле обнаружили десятки пакетиков с неизвестным веществом. Стражи порядка заподозрили, что это наркотики, и позже отправили содержимое на экспертизу. Молодой человек пытался спрятать пакетики с порошкообразным веществом в этом лесу, после чего он должен был сообщить их местоположение покупателям, которые забрали бы запрещенный товар. Однако полицейским удалось это предотвратить. Чуть позже задержанный сознался, что успел сделать 16 закладок. Каждую точку он фотографировал, чтобы покупатели смогли найти товар. При попытке заложить еще 40 свертков его и задержали. Как рассказал сам молодой человек, в этих свертках находился мефедрон. Но последнее слово все равно за экспертами. Изъяли у задержанного 2 мобильных телефона, при помощи которых он предположительно связывался с покупателями. Задержанный также рассказал полицейским, что пошел делать закладки в первый раз, хотел быстро и много заработать. Если подтвердится, что в свертках были действительно запрещенные вещества, то молодому человеку может грозить до 20 лет лишения свободы. К слову, у него через месяц день рождения, отметит он его, вероятно, в следственном изоляторе. Написала меня Азбазат Самигуллин, вызов 112. Артуру Смирнову, задержанного по подозрению в смертельном наезде на 18-летнюю девушку, завтра изберут меру пресечения. Напомним, трагедия произошла на перекрестке улицы Дубравной и проспекта Победы поздним вечером 1 мая. Как установили полицейские, водитель иномарки Kia Rio наехал на 2 пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Девушка от полученных травм скончалась еще до приезда медиков, а 54-летняя женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована. Автомобилист с места происшествия скрылся, однако меньше чем за 4 часа автоинспекторы нашли как автомобиль, так и предполагаемого виновника ДТП. Накануне мировой суд Приволжского района не стал арестовывать 45-летнего мужчину. Из-за поправок в Уголовном кодексе меру пресечения изберет районный суд. Не исключено, что следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу на 2 месяца. Помешало яркое солнце, так объяснил проезд на красный сигнал светофора водитель «Тойоты». Этим утром его автомобиль протаранил «Рено Логан» на пересечении улицы Адаратского и проспекта Ямашева. После удара французская иномарка снесла дорожный знак. Айгуль Бадрудинова расскажет подробности. Я ехал оттуда, но солнце как раз с утра светит вот прям в глаза. Водитель «Тойоты» рассказал, двигался по проспекту Ямашева в сторону стадиона «Казань-Арена». Приближаясь к пересечению с улицы Адаратского, он поднял голову, чтобы рассмотреть сигнал светофора. Но из-за яркого солнца ничего не увидел. Тогда же он решил, не останавливаясь, проехать перекресток дальше. Вся сила удара пришлась на водительскую сторону французской иномарки. От столкновения мужчина, сидевший за ее рулем, получил незначительные ушибы. Второй участник аварии от госпитализации, как и от комментариев, отказался. С большей долей вероятности прибывшие на место автоинспекторы виновным в ДТП признают водителя «Тойоты». Свою вину он также не отрицает. Айгуль Бадрудинова, Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев, вызов 112.
Три внедорожника по принципу домино столкнулись сегодня днем на улице Мира. По предварительной версии, водитель Сузуки начал снижать скорость. Едущий за ним водитель Мазды также начал применять экстренное торможение. Третий, владелец Шевроле, к такому повороту событий был не готов и из-за несоблюдения дистанции попал в аварию. Частный склад резины загорелся в промышленной зоне Нижнекамска. Сообщение о возгорании от очевидцев поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в половине 10-го вечера. К приезду первых пожарных расчетов происходило тление резины на площади в 50 квадратных метров. Рядом со складом не было жилых строений и опасности для жителей возгорания не представляло. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Пожар был потушен спустя час. По одной из версий, причиной возгорания стало замыкание электрооборудования. В Нижнекамске сняли на видео мужчину, растоптавшего детский велосипед. Инцидент произошел вечером на улице Гагарина. По рассказам очевидцев, все началось с того, что предполагаемый дебошир вышел из букмекерской конторы и ударил ногой колесо проезжающего мимо велосипедиста. Мальчик притормозил, возмутился поступком взрослого и пригрозил вызвать полицию. Тогда разгневанный мужчина побежал за ребенком. Мальчику пришлось бросить велосипед и спасаться бегством. Тогда герой видео переключил свое внимание на его транспорт. Выместив злость на двухколесную технику, мужчина покинул место происшествия. По предварительным данным, возмущенный поступком незнакомца, отец ребенка обратился в полицию. Избавилась от порчи за 2 миллиона рублей. 60-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников. Как выяснили стражи порядка, на протяжении недели ей звонили неизвестные и представлялись ясновидящими. Во время беседы аферисты заверили женщину, что на нее наложена порча и ее необходимо срочно снять. Для этого пенсионерке предложили расстаться с деньгами. В итоге доверчивая женщина, поверив аферистам, перечислила на их банковские карты в общей сложности 2 миллиона рублей. А когда поняла, что это обман, обратилась с заявлением в полицию. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Попытка поесть за чужой счет привела к задержанию 35-летнего татарстанца. В Елабуге полицейские по горячим следам раскрыли разбой. По версии полицейских, предполагаемый злоумышленник ворвался с ножом в квартиру 80-летней женщины и украл из холодильника ее продукты. Что было дальше, расскажет Ленар Гинатуллин. Пришел с целью взять что-нибудь покушать. Посчитав, что цель оправдывает средства, этот мужчина, как признался сам, в итоге и пошел на преступление. Началось с того, что он постучался в дверь 80-летней пенсионерки. Сначала поинтересовался у нее о возможности съема квартиры, затем попросил воды. В процессе разговора незваный гость зашел в квартиру и оттеснил пенсионерку в одну из комнат. Просил ее присесть. Когда она присела, я у нее начал тоже опять спрашивать покушать. Потом деньги начал требовать. В итоге я повалил ее на диван. Руками начал за шею, брать что-то. Не то, что сам просто задушать, просто припугнуть. Когда она начала кричать, я вытащил ножик, подставил горло, чтобы она не кричала. Она в этот момент рукой за ножик схватилась. Рука у нее порезана, кровь появилась. Когда женщина оказалась в беспомощном состоянии, нападавший стал требовать денег. Получив отказ, он стал обыскивать комнаты. В шкафу мужчина нашел 2 бутылки вина, а в холодильнике продукты питания. Все это он забрал с собой и поспешил скрыться. Правда, вкусить украденное за бутылочкой у него не получилось. По данному факту в отделе МВД России по Елабужскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудникам АУР был задержан нигде не работающий 35-летний местный житель. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Задержанному может грозить до 10 лет лишения свободы. Питанием все это время будет обеспечивать государство. Ленар Гинатуллин, Айрат Назипов, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда можно присылать и снятое вами видео. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.